înșelami pomte, că властный си поліпі, Ісус Отця нашого любить. Любить вірме пимується, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Без я не ще си виджидиче, лок мі кедмушався юги денічми, виден кода діла сласра, стави сряді тегереш вивка. Любить вірме пимується, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Любить вірме, орним юги диває дестача, вовтем факел я скипеден бача, є на жеміє піштратла лабі, коміву кожа вашла лабі. Любить вірме пливице, Христа щете, Христа щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Любить вірме, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Вірме пливице, Христа щете, Христа щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Ісус лен радійте мій, я не шомте, куштуйте му, не вінчилами помте, ки властний си поліпі, Ісус Отця нашого любить. Любить вірме пимується, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Без я не ще си виджидиче, лок мі кедмушався юги денічми, виден кода діла сласра, стави сряді тегереш вивка. Любить вірме пимується, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радіте віку, там ще сета без намі. Любить вірме,
Vezi ponte, radītāji man niekudam šķišķies tavas nami. Iisus, lai radīte mija našonte, kuštuite muni gan šilami pomte, kõvasni taisi põlipi, Iisus otsala šalai man viip. Ja nüüd vierme pemõtse, Krista šete, Kristli šertsekse, Pēzies ponte, radītāji man niekudam šķišķies tavas nami. Pēzieni šķišķies iudžudiči, lokmi, kad mūšase jūgede ničmi, Vydun kodāģila slāsra, Staves radīte jaražvītā. Jo vid vierme pemõtse, Krista šete, Kristli šertsekse, Pēzies ponte, radītāji man niekudam šķišķies tavas nami. Jo vid vierme Ordnem jūgadi vājede stačam, Vovtam un fakil jāskūpēdien vačam, Jena žemīja bieš trākla labi, Komi mūku žava šlavi. Jo vid vierme pemõtse, Krista šete, Kristli šertsekse, Pēzies ponte, radītāji man niekudam šķišķies tavas nami. Jo vid vierme Pēzies ponte, Ja sivokijas, nimko tie nesadžini stavnite. Mičejas. Мила кети томмыштыны движон чежнас. Мика, видимо, шояннид. Ческиторияс, да? Шагда вотес. Аллилуйя, ен мы сытай лунчис, талмиян. Ловжан лун, тавес наставный длышува, Христос ловжис. Христос ловья. Доброе утро, дорогая церковь. Всех рад вас видеть здесь. Сегодня почему-то туда, на тот фланг пересели. Почему-то. Ну ладно. Будем как-то ориентироваться. Всех рад вас видеть здесь. Все в прекрасном настроении вижу. Все сейчас улыбнутся. Молодцы. Слава Богу, слава Богу. Ну что, начнем наше служение сегодня с 11-го псалма. Как всегда, мы читаем псалмы в начале. И вот сегодня такой псалом особенный, псалом Давида, когда он бегал от Саула. Мы знаем, что псалмы Давид писал в самые тяжелые времена, а не тогда, когда другим было нечего делать. А когда он бегал, прятался, был в опасностях, тогда псалмы и рождались. Тогда песни и рождаются. И вот этот псалом один из таких, когда ему казалось, что все против него. У нас же бывают такие моменты в жизни, когда кажется, все против меня. Все против меня. Что делать? Кому обратиться? Кому бежать? И вот это такой псалом. Давайте вначале выслушаем его на каком языке, Николай Александрович. Давайте поприветствуем Николая Александровича. Он у нас отсутствовал уже, я не знаю, сколько лет. Да. Он прочитает на коме, а потом на русском. Jenda bursias mianes budene statane, nimko jadžine stavnite, nimko jadžine gажнен stavnite buremać, naeskod je staneš, и мечайте мы имеешь тоже бурис, тоже ставнite, тянес чоломала, jenda bursias talon ja lunce, jenda bursias mianes budenes, komi munimes jenda bursias olisias, budkla voiteres.
Enda Iisus Hristos burșeas și благословитас. Imi tavele loctem medem koprašne, medem jurbitnesile, medem kornesile și uđe de milesť mian vile и medem burșis и благословитесь. И, конечно же, мы кутам нимедни и ошкины енце, колян лун ясис сия урожай сис мы сия щетис гожем чежнас мича да гажа да бур да шоны гожем щис. Ен мис бур быт када и ыны сидже арща када сия зе бур и кутам нимедни сия си ошкины. Людям дасетикет псалм. Господи, Отца в менем, отмову союз повстен эсколь вечкида олышис, некадли Господь эскинеса. Отамыднеса ная пырьедлыны, кывнас мавтыштаны да наяна жорнитаны. Но Господь бырадас став ылатжышса, да мавтыштан вомясса. Ная шуаланы, миян кывным вына, вомнымес некадос верми тупканы, коды вермас венным янес. Но Господь виштала, месулта медем мездыны конер ясес, щекдалымыш, да отцавны гөл ясты налын шог яс дырье. Дор ясиес, кодас кысьяны күйны. Господлен күйясыз сыстымыш, ная эзыш кодеш, кодас весалыма муиш, да шижим пыв сывдама яр биын. Господи, вич миянес, да быт каде, дорье тае немас олыш языш. От ентег олыш яс ветлене быдлаын, мувса языс ошишене нален лёг уч ясен. Аминь. Этот же псалом в новом русском переводе. «Господи, помоги, потому что не стало праведных, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга, от лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят: мы одержим победу устами, язык наш с нами, кто нам хозяин? Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь, я дам им желанное спасение». Слова Господа, слова чистые, как серебро, что очищено в глиняном горне, переплавленное 7 раз. Господи, Ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете. Аминь. Вот такой вот псалом. Что говорит псалом? Опять забыл я, что микрофон не со мной. Такой вот особенный псалом Давида. Как бы мы понимаем, что не все сладко в жизни. В тот момент, когда это приходит его на сердце, вот эти мысли, эти размышления, жалобы. И это такое бывает, когда что-то в моей жизни происходит не то, с кем-то у меня какая-то тяжба, то кажется, что все против. Но все такие, правда же? То, что такое ощущение, что не на кого опереться, некому обратиться. Вроде бы и в церковь может, да там тоже ведь какие-то такие своеобразные люди. Они меня не поймут, у меня же особенное горе. И вот Давид здесь изливает, и ему кажется, что все против него. Это как также, мы помним, Илие казалось, но все против него. Нет ни одного, который бы понял его. Он говорит, все против, все ищут моей жизни. Но Бог говорит, слушай, не все, не греши против истины. Еще 7000 человек еще есть, которые не хотят твоей смерти. Успокойся. Но нам так кажется, в нашем вот мозгу, в нашем настроении иногда кажется все черное.
Все, нет никаких шансов на то, что что-то изменится. Но и это проходит. Вдруг приходит мысль, что Бог с небес говорит: слушайте, я спускаюсь, чтобы проверить, правда ли то, что ты говоришь, действительно ли всех притесняют. И он говорит: ты, Господь, мне поможешь. Даже если среди людей никто не найдется, ты мне поможешь. Но слава Богу, Бог всегда посылал Давиду помощников, даже из среды как бы вроде бы его врагов. Мы знаем, что сын главного его противника Саула всегда был с ним. Даже он назвался не друг твой, а брат твой. Господь поднимет близкого тебе человека, даже вроде бы из стана тех людей, которые против тебя. Кажется, что это невероятно, но именно так Господь делает. Поднимает человека, который понимает тебя, поддерживает тебя и говорит: я брат твой, я ближе, чем твой брат родной. Я всегда буду с тобой. Господь слышит тогда, когда кого-то притесняет, и посылает удивительную помощь, откуда не ждешь. Может быть, ты сейчас в таком состоянии находишься. Вот пускай эти слова будут для тебя таким якорем, вот Божьим словом, серебром, очищенным, что помощь все равно придет, даже оттуда, откуда ты не ожидаешь. Может быть, из среды тех людей, которые, кажется, явно не на твоей стороне. Явно они далеки от того, что ты переживаешь. Господь так делает. И Господь да поможет нам не унывать и не красить мир только в черные краски, когда мне лично не все хорошо, и я переживаю как-то особенно. Мир очень разнообразный. Он как радуга. Аминь. Давайте благословим друг друга и этот день, и это время, что мы здесь находимся. Пускай Господь вот отвечает на наши просьбы, молитвы, мысли, как здесь мы видим, что первые слова Давида: «Господи, помоги!» Крик о помощи. И Господь говорит с ним. Отец наш, мы приходим сейчас к Тебе во имя Иисуса Христа. И Господь, Бог мой, в этот новый день мы говорим: слава Тебе, благодарение Тебе, Господь. Мы преклоняемся перед Тобой. Ты великий-великий Бог, который не спрятал за своим величием, а пришел к человеку. Ты пришел ко мне, к моим братьям и сестрам. Ты разговариваешь, Господь, с нами и даешь нам разумение. Когда нам кажется, что все против нас, мы ничем не отличаемся от Давида. У нас тоже возникают эти мысли, что нету никого, кто поймет нас. Нету никого, с кем я могу поделиться своими переживаниями. Но ты приходишь, и ты посылаешь человека, с кем можно поговорить, кому можно рассказать все мои сердечные мысли и переживания. Спасибо Тебе за это, Господь Бог мой, что Ты не забываешь. Ты говоришь, Ты не забываешь тех, которых притесняют. Ты приходишь, чтобы их поддержать. Благослови, Господь, сегодня каждого, кто находится в такой ситуации, во имя Иисуса Христа. Боже мой, мы точно знаем, что Ты послал к нам Сына Своего, чтобы быть с нами всегда, который назвал нас своими братьями. Не стыдится назвать нас своими братьями. Ты, Иисус, говоришь, вы все мои братья и сестры. И Господь, как Давид обрел в сыне Саула и Иоаннафане брата себе, когда даже с своими личными братьями, родными братьями мне все не получалось, и они его не понимали, он обрел брата. Так же и мы, Господь, обрели брата в Твоем лице, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сегодня с нами, с каждым. Буквально с каждым. Буквально общаешься с каждым. Лично. Благодарю Тебя за это. Благослови, Господь, это время, что мы здесь собраны вместе. Мы пришли сюда, Господь, чтобы благодарить Тебя от сердца в песнопениях, в молитвах, слышать Твое Слово и услышать, Господь, Твой голос для нас. Для каждого, Господь, Твой голос. И благослови, Боже мой, сегодня,
что-то приобрести от Тебя. Во имя Иисуса Христа Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя! Господь да благословит наших славителей сегодня. Раз. Борлон Донавичка. Зеврад. Мияджат Янес. И бедлон выльёзья сужалуктана. Атя, дорогая Господь. Добро утро, дорогая церковь. Каждое время и каждое воскресенье я вижу новые лица, слава Богу. И будем петь их, восхвалять Господа, святого, истинного, верного, единственного и нашего Бога всемогущего. Святый, истинный, верный, единственный, Бог всемогущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог вездесущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог всемогущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог вездесущий. Славит душа моя Господа Христа. Славит душа моя всегда Господа Христа. Славит душа моя Господа Христа. Славит душа моя всегда Господа Христа. Святый, истинный, верный, единственный, Бог всемогущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог вездесущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог всемогущий. Святый, истинный, верный, единственный, Бог вездесущий. Славь Его, славит душа моя Господа Христа. Славит душа моя всегда Господа Христа. Славит душа моя Господа Христа. Славит душа моя всегда Господа Христа. Господу. Доброе утро. Прочитаем послание Галатам, 5 глава, с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Наблюдай каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Аминь. Дорогая церковь, давайте наполним наши сердца, откроем наши сердца для этой песни, для того, чтобы мы приняли Божью благодать,
чтобы в нас растворилось это слово, эта песня, и мы сами были в этом присутствии Божьем. Напои меня живой водой, жажду мою я хочу вернуть головой. Глубокий край я хочу вернуть головой. Глубокий край, аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала, аллилуйя, Бурлунда на юртьяс. Прочтем немножко из 1 Коринфянам. «И мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Аминь. Thank
Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стихи. Прочитаю на каком языке. Вот мы там їлись. Фаришеяс мунусны даскостаны шорничесны на Иисуса шорняс. На емыда десны сыды на ирадлыш йосы дашины свелечиш ясы. Локта моя шуисны, веледыш. Миты да мыйты вешке да шорнитан, да вешке да веледан енлен туя. Те он пов йозлен шуа шемыш, он виджет мортвлы. Виштав, коле кесарлы вот мындыны. Налыш наян лунсаты да мене сушуис, кык бана шаньгаяс, мыйлат изыляныт кыйны мене. Петкедлей мене вот мынтан шемныты. Наемычесны сылы динар. Исус юалыс. Кодлен таны чужемы снимыс. Наевоча видесны, кесарлен. Исус шуис налы. Кесарлыш, щетай кесарлы, а енлыш, енлы. Та ескыла мышная чуймысны. Сышаколесны Иисуса сдамунысны. Аминь. Дорогая церковь, давайте принесем наши пожертвования Богу нашему. Сердце чистое, сотвори во мне своим животом, сердце мое, сердце чистое, сотвори во мне своим животом, сердце Для каждого человека Ты источник, Господь, всякого пропитания, поддержки, защиты, обеспечения, Господь. Боже мой, мы сегодня также приходим к Тебе, к этому источнику жизни, чтобы напоиться, Господь, чтобы наполниться Твоими благодеяниями, Твоими благословениями, Господь. Мы хотим учиться жить в благочестии в этом, учиться, Господь, возрастать в этом благочестии, в почитании Тебя, в почитании, Господь, Церкви Твоей. Благослови нас на этом пути. Ты говоришь, что это то, что приносит благословение и на этой земле, и в будущей жизни. И, Господь Бог мой, пускай наше почитание Тебя также выражается в этих приношениях, Боже наш. Почитание Твоей Церкви пускай выражается в этих приношениях во имя Иисуса Христа. Пускай наше почитание, Боже наш, выражается в том служении, которое Ты доверяешь нам. Пускай наше почитание выражается в том, что мы всегда
с готовностью откликаемся, Боже мой, на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогая церковь, давайте подготовим нашу эту песенку для маленьких наших братьев и сестер и приглашаем их на сцену. Сестры, братья, младшие наши, приглашаем вас на сцену. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Но, слава Богу, хороший день. Более-менее? Или отличный? В школу же не надо идти сегодня? Да. Ах, зато лучше в церковь пойти. Вот было бы наоборот, да? 6 дней в церковь, 1 день в школу. Нормально? Это же лучше. Давайте поменяем. Напишем петицию, куда надо. Но у кого-то есть что? Ну, давай. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Луки 19:10. Аминь. Машенька. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Псалтырь 91:2. И как-то печально очень случилось. Что случилось? Как-то все нормально? Траура нету? Ну, слава Богу. Будем петь тогда, благо есть. Благо петь Господу нашему. Благословим наших деток. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем здесь стоять перед Тобой, зная, что, Господь, Ты великий Бог, который посылаешь благословения на своих детей. Поэтому, Господь, мы как бы подводим под этот Твой поток благословений наших детей, говорим, пускай они покроют наших детей.
Где бы они ни были, Господь, пускай Твоя рука сопровождает их. Где бы они ни были, пускай Твой Дух будет с ними. Где бы они ни были, пускай Твои ангелы будут вокруг них. Во имя Иисуса Христа благослови сегодня, Боже мой, учебу в воскресной школе. Благослови учителей во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Будьте благословенны. Если есть молитвенные нужды, принесите. А мы давайте пока поздравим именинников. Кто у нас именинники были на этой неделе ли? Есть нет у нас именинники? Сегодня на этой неделе именинники были Медведков Антон и Юра. Приглашаю. Вот. Они сегодня в церкви, а в церкви нету наших младших братьев. Это Кирушев Глеб и Карактеев Илья. Смотрите, здесь это не просто эта коробочка, а коробочка особенная. Здесь вот такие магнитики сделала наша сестра со стихами из Библии. Ни в одном сувенирном магазине такой не найдешь, не купишь. Поэтому это ценный подарок. Это ручная работа, эксклюзив. Другого такого нету и не будет. И здесь написано: «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Плач Иеремии 3:24. Нормально? Принимаешь? Спасибо. Да, слава Богу. Давайте для Антона что-нибудь вытащим. Ой, воистину, говорит Антон, друг прозрел, Бог спасение мое, уповаю на Него и не страшусь. Господь сила моя и крепость, в Нем спасение мое, сказал Исаия пророк. Нормал? Да. Спасибо большое. Это вам благословения такие, напоминалки. Благословим. Отец Саш, сколько тебе структур? Мало? Ну, нам всегда мало. Сколько бы ни было, всегда мало. 58. Ну, нормально, еще не 60. Нормально. Утешение. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем предстоять перед Тобой и благодарить Тебя, Господь, за то, что Ты сопровождаешь нас всю жизнь, Господь. Мы согласны с Давидом, который говорит, что каждый наш день записан. Каждый день Ты знаешь, Господь. Ты знаешь их число. Ты знаешь, Господь, чем наполнить наш день. Спасибо Тебе, Боже наш. И я благодарен Тебе за Юру, за Юрия, брата моего дорогого, что Ты благословил его все эти годы. Боже мой, сегодня он стоит здесь, в храме Твоем, Боже мой, и точно знает, что Ты его Бог, Ты его Спаситель. Ты тот, который всегда с ним. Спасибо Тебе, Боже мой. Благослови семью его, супругу, деток, Господь, работу. Во имя Иисуса Христа и служение в церкви. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Господи, спасибо Тебе за Антона, которого я всегда называю Богданом. Но потому что он дан Тобой, Господь. Богом данный Антон. Спасибо Тебе за это. Благослови Антона, Боже мой. Мы благодарны за него, что он растет на наших глазах, мужает и становится прекрасным христианином, Господь. И это все благодаря Тебе, что Ты, Боже мой, делаешь в нем через Слово Свое, Духом Своим, милостью Своей, Господь. Благодарю Тебя, Боже мой, что даешь ему все способности для учебы, для служения, Господь. Спасибо Тебе, что Ты сопровождаешь его во всех путях. Тебе да будет слава. Аминь. Господь благословит вас. Господь благословит вас. Многие лета вам еще. Спасибо. С Богом. Да, конечно. Я еще очень благодарен Господу, что я очень хотел поступить в Пушкинскую гимназию и поступил.
И я помню, когда я писал сочинение, была очень сложная тема «Человек через слово всемогущ». И у меня осталось буквально 15 минут. И я вот не знаю, а вот что писать? И я помолился Господу и думаю, начну, а Господь за меня продолжит. И вот как-то написал вот и поступил. И я очень благодарен Господу, что помог мне. Аминь, молодец. Вот это самая правильная мысль была, которая тебе пришла. Помолюсь-ка я Господу. И еще у нас Глеб и Илья. Отец наш Небесный, мы благословляем наших братьев, Глеба, Илью, Господь, у которых также был день рождения на этой неделе. Боже мой, благослови их сейчас, где они есть, Господь. Здравием благослови их, Боже мой, в том, чем они сейчас нуждаются. А мы же Тебе, Господь, благодарны за них. Мы, Боже мой, благословляем их именем Твоим, пускай они возрастают людьми, которых Ты будешь гордиться, Господь, как о Твоих славных мужьях, которые делают Твою волю на этой земле во имя Иисуса Христа. И пускай им самим будет в радость почитать Тебя, преклоняться перед Тобой, служить Тебе во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все. Аминь. Так, у нас какие-то есть молитвенные нужды? Дорогая церковь, привет от семьи Турубановых. Просили помолиться за Сергея и малыша Вову, за их здоровье, а также Вера просила помолиться за Анну Морозову. Предстоит ей сложная операция. Отец наш Небесный, молимся Тебе за семью Турубановых, за Веру, Сергея, за младенца Вову, Господь. Благослови их своим небесным здоровьем, исцелением, Господь, в чем они сейчас нуждаются, восстановлением, Господь, Вера после родов, малыш, Господь, пускай, Боже мой, все придет в норму в этом организме маленьком, Боже мой, пускай будет проявлена Твоя милость к этому младенцу, пускай, Господь, врачи увидят, что что-то чудесное происходит в нем и происходит восстановление во имя Иисуса Христа. Благослови Сергея, Боже мой, полным восстановлением и тела, и души во имя Твое. И также мы молимся за эту женщину, Анну Морозову, Господь. Благослови ее сейчас миром в душе, Господь. Всякий страх, Боже мой, да будет удален, какая бы операция не предполагалась. Но, Господь, мы уповаем и на большее, что этой операции, возможно, пускай и не будет нужно. Господь, сотвори эту великую-великую милость в ее жизни. Молим Тебе, Господь, и приносим эту женщину. Я ее не знаю, кто она такая, но Ты ее знаешь, Господь. И Ты знаешь, Господь, ее нужду. Ответь ей, Боже мой, благослови ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолитесь за поездку на родину, за устройство на дороге. Настя Королева. На родину. На родину. Где же моя родина? Отец наш, благослови Настю, нашу дорогую сестру, поездкой на свою родную землю, на родину. В дорогах благослови. Пошли, Господь, спутников, как ангелов, Господь, с которыми она сможет общаться, которым чем-то может помочь, и они могли бы ей помочь. Господь, благослови ее словом для каждого, с кем она встретится, и также благослови ее пребывание в своих родных местах во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Садитесь, пожалуйста. Есть, нет, может быть, какие-то еще нужды у вас. Кстати, у нас тут гости из далекой солнечной Киргизии. Можно вас попросить встать, чтобы церковь видела? Выйдите сюда, несколько слов скажите привет какой-то из Бишкека. Давайте поприветствуем еще раз. Нежданно-негаданно у нас оказались гости из Бишкека, из Киргизии.
Давайте дальше вы. Ну, Вас очень... зовут? Меня зовут Наташа, моего Наталья. мужа Михаила. Друга. Вот, приехали в гости к дочери и к зятю. Они здесь живут. Вот. И, конечно, очень Богу благодарны, что нас Бог так это со Средней Азии на север сюда привез. Конечно, мы и зимой здесь были. Очень хорошо, такая зимушка у вас была прекрасная, конечно, очень прекрасная. хорошее. И лето, да, ну у нас уже давно такой зимы не было, поэтому мы насладились и зимой, и снегом, это вообще очень, очень прям прекрасно. И что мы хотим? Мы хотим благословить вас именем Господа. Пусть ваша церковь процветает, чтобы было больше у вас, да, умножения было. Чтобы больше было в сердцах радости, мира Божьего. И всех вам Божьих благословений. Чтобы действительно Слово Божие, да, Его милость, благодать, она распространялась на нашей земле. Чтобы больше и больше народа узнавало о Господе Боге. Чтобы пришло спасение на всю нашу землю. Не только в вашем Сыктывкаре, но и везде, 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 потому что это действительно план Бога, да? Чтобы каждый спасся. Это план Бога. Так что всех вам Божьих благословений. Мы очень рады, что мы сегодня здесь. Почтили этот день, эту заповедь. И вот познакомились с вами. Спасибо большое. Слава Господу. Богу, очень рады за вас. Несколько слов. Вы всю жизнь живете в Киргизии? Да, мы там родились. Наши родители, правда, они с России. В 60-х, 50-х годах они переехали в Среднюю Азию. Муж там родился, я там родилась, и вот мы там живем. Да. И рады? И никуда не собираетесь? Ну, наверное, будем собираться, наверное, так. Ну, так это, что-то в планах есть. Но пока... Но вы там в церкви. Мы там ходим в церковь. Да, у нас церковь Иисуса Христа называется. Я хожу уже больше 20 лет туда. Слава Богу, я очень благодарна Господу Богу, что Бог в свое время нашел, призвал. Как вот вы сегодня говорили, да, как бывает, кажется, все против тебя, но Бог с нами, Бог за нас. И Бог вот нашел нас, привел в церковь, ходим, служим, прославляем Господа Бога. Очень, очень благодарны Богу, что Он нас нашел. Да. А как местное население, киргизы, принимают слово? Знаете, у нас в церкви очень много и киргизов, и татары есть, и киргизы. Но киргизы, вы знаете, прям слава Господу, вот у Айбека церковь, да, там тоже много киргизов. Ну, у нас много церквей, очень много. У нас и баптисты есть там, и пятидесятники есть, и церкви, ну, и Надежда там, и наша церковь, еще очень много церквей. Очень прям вот мы благодарны Господу Богу за такое размножение, да, вот, ну, классно, хорошо прям. Слава Богу, слава Богу. Ну, сама нация, киргизы, они, ну, хорошие, молодцы. Они просто вот, у нас очень много знакомых, друзей. Молодцы, слава Богу. Уважают людей, слава Богу. Да. Это у них как бы в крови почтение, почитание. Угу. Пастор ваш, как его зовут? Его зовут, наш пастор, это Василий Кузин. Да. Большой ему привет передавайте от меня лично и от церкви, правда же? И Айбеку Жуме тоже большой-большой привет передайте. Пускай еще одна весточка будет ему, что его тут ждут. Хорошо, да, большой привет передавайте. Обязательно, обязательно постараемся к Айбеку пойти на служение. И от вас обязательно передать привет. Обязательно. Да, хорошо. Давайте благословим в лице сестры Натальи киргизскую церковь и Киргизию. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты Бог всей земли, всех народов, всех языков, Господь. И Ты говоришь, что Твое желание, чтобы все народы услышали Твое Евангелие, благую весть. Все народы пришли к познанию Тебя, Христа Спасителя.
Это Твоя мечта, Господь, и Ты ее осуществляешь. И сегодня, Господь, мы здесь в Коми знаем, что наш Господь Спаситель. И мы хотим, чтобы, Господь, все об этом узнали, и не только узнали, но поверили в это всем своим сердцем и увидели, как это преображает их жизнь. Мы благословляем, Господь, церкви в Киргизии, которых Ты, Господь, поставил, Ты родил по своей великой милости. Ты поставил там служителей своих и даешь им, Господь, всякое сопровождение, все дары и способности служить народу Твоему. Мы благословляем, Господь, всю страну и народ Киргизии, чтобы, Боже мой, этот прекрасный народ в большинстве своем познал Тебя, Иисус, как Спасителя, чтобы они точно знали, что у нас есть Бог Господь, который очень любит нас и спасает нас от всех бед. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа наших гостей, которые сегодня посетили нас. Пускай им здесь будет очень хорошо. Во имя Иисуса. Аминь. Господь да благословит всех вас. Большой вам привет. Спасибо вам. Всем привет большой. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас будет служить словом наш дорогой брат Мирослав. Давайте поприветствуем его и дадим ему возможность поделиться словом. Слава Богу, дорогая церковь, что я могу сегодня поделиться тем, что есть на сердце, тем, что Господь дает. Благодарю пастора нашего, что он еще дает такую возможность. Потому что я так и заметил, что если вот мы так в тандеме бы где-то говорили, то это похоже, как вот прием есть вследствие хороший, плохой полицейский. То я вот в этом тандеме был бы всегда плохим полицейским, потому что я всегда так сгущаю краски, говорю, такой Бог такой, а пастор говорит, а Бог такой. Поэтому люди, конечно, больше должны слушать пастора. Вот. Но я сегодня тоже приготовил проповедь, и, на мой взгляд, тоже серьезную, вот, которая отличается от таких вот радостных, счастливых проповедей нашего пастора дорогого. Ну, думаю, и такая проповедь имеет место, правда? Вот, я был сейчас в длительной поездке по северу Республикоми, посетил Воркуту, Печору, Усинск, Ухту, вот, и я, там поселки еще, и по поселкам ездили. Я был не один в этой поездке, со мной было в поездке 2 сына моих, слава Богу, я уже могу их брать. Уже они такие более-менее самостоятельные, и они помогали мне в поездке. Да и мир посмотрели, Республику Коми, разные ее города. Отдохнули, потому что в Усинске нам вообще устроили такое 3 дня такого благословенного отдыха. Там и теннис, и бильярд, и дартс, и бассейн с баней, и что только. Все это на территории церкви. У них большая территория, свой участок. Вот, и еще и на рыбалку сходили. Вот такое служение. Чего так не служить, да? Вот, и был еще с нами служитель из Москвы, вы его знаете, Виктор Нагорнов, ответственный служитель по России, по Гидеону. Ну, мы, конечно, занимались своими делами большей частью, но вот был такой момент, признаюсь. Да. Вот, поэтому все нам понравилось, понравилось служить Господу, люди были открыты, а по большей мере потому, что мы как раз попали в праздники. В Печоре мы вообще попали в 4 праздника. Вот, мы приехали как раз, и был понедельник, и он был как бы не рабочий, потому что был День Республики, 100 лет Республики. Вот, и мы зашли к мэру, чтобы обозначиться, кто мы, что мы. Ну, как бы нас на пороге встречал охранник, говорит, а мэр у себя? Говорит, да, у себя, но он как бы принимает только там по записи, вы записаны, вас ожидают. Ну, я не сказал, что ему записывал, сказал, ну, нас ожидают, сказал. Ну, как он мог нас не ожидать? Да. Вот, и мы зашли в пустое здание, потому что работников не было. Один мэр на своем рабочем месте. Друзья, я поаплодировал такому руководителю города,
который в этот день был на работе, мы так зашли важно, он аж пристал от неожиданности. Ну, представьте, тут такая делегация с детьми. Я еще ему так сказал, что мы из народа к вам, и он сразу напрягся, сейчас думают, сейчас из народа что-то будут требовать. Но мы представились, кто мы и что, мы сказали, что хотим вот благовествовать Евангелие. Он так сразу, так у нас, пожалуйста, пожалуйста, у нас же как бы это свобода слова, свобода вероисповедания. Вот, думаю, ничего себе, давно я этого не слышал от руководящих лиц. Ну, видно, что волнение сказалось, мэр молодой, и мамы такие уже матерые евангелисты. Я говорю, ну, слушай, да, свобода это свобода, но я не хотел бы, чтобы до вас какие-то слухи доходили с города, что приехали какие-то, я не знаю, сектанты и прочее. Я хочу, чтобы вы официально знали, что в вашем городе сегодня трудится международная миссия. Так поднял планочку. Вот, и мы будем раздавать такие Евангелия, вам дарим, ему подарили. Хотели бы подарить всему вашему персоналу, но жалко, что их нет на работе. Но мы это сделаем в другой день. Он, да, конечно, кто захочет, тот, конечно, возьмет. Я говорю, конечно, мы насильно ничего не будем делать. Тем более, говорим, сейчас праздники такие, и начали перечислять. Смотрите, сегодня и День Республики, в этот же день был День флага. Да, и были православные праздники, был Яблочный Спас. И мы когда подходили к людям и говорили, у нас было много аргументов вообще, чтобы подходить к людям. Мы говорили, что, ну, во-первых, нас мэр принял, сказал, что мы вам раздали. И люди сразу, да, ну тогда давайте. Вот. Второе, то, что вот праздник сегодня, поздравляем вас с праздником Днем Республики, Днем Флага, да еще вот Яблочный Спас, который было принято обмениваться яблоками. Вот мы хотим вам подарить Евангелие, а мы вам что? А вы нам, ну, хотя бы улыбку подарите. И так люди улыбались, брали Евангелие. Вот. И у нас был повод. Еще был повод 19 числа, был праздник Преображения Господня. Все так совпало, и Спас, и Преображение Господне, и какие-то светские эти праздники. И мы как раз 19 числа были в Воркуте, а там был интересный такой перформанс. Туда приехал, если знаете, поезд Победы. Он был здесь, в Сыктывкаре, всего один день. Всего за один час по интернету, все рухнул интернет, регистрация закончилась. Потому что люди так хотели попасть на этот поезд, быстро-быстро как бы это самое, завизировали себе эти места, зарезервировали. И многие, конечно, не попали, потому что не по записи туда попасть очень трудно. Я слышал краем уха, у жены на работе об этом говорили, делились ее сотрудницы, что хотели очень посмотреть, потому что, говорят, ну, вообще очень все прекрасно сделано. Представьте, несколько вагонов внутри преобразованы в интерактивные такие музеи восковых фигур, где вместо окон такие экраны, и в которых вот какое-то движение происходит. Ну, а было посвящено теме Великой Отечественной войны. Вот, там первый вагон, я немножко так, да, как сегодня молодежь говорит, скажите, проспойлерить, да, они говорят такое слово, проспойлерю эту тему, может, кто-то хотел бы попасть, но я вам расскажу, кто не попал, может быть, на видео где-то посмотрите. И там заходишь, эти 7 вагонов, и первый вагон-то, и одеваешь наушники, и в наушниках там начинает женщина говорить, как все было до войны. И вот первый вагон-то до войны, кто там, мирные люди едут, какие-то военные, все улыбаются, радостные, в окнах мирные пейзажи. Ну и вот она говорит, что я в первый раз в вагон сел в каком-то году, у меня папа работал в депо машинистом, и я как бы пошла по его стопам и тоже пошла работать как бы на железную дорогу. Ну и второй вагон, ну, началась война, и второй вагон, вот первые дни войны. Вот это страшные картины, беженцы идут там, это самое, в окне. Такие колонны беженцев, мрак такой, холод, сырость и как бы это самое, и люди напряженные, в основном военные все, там как бы много военных, вот. Ну и вот такие вагоны, там потом госпитальный вагон, вагон с заключенными, которых это самое перевозили в Освенцим. Вот и везде множество восковых фигур, столько восковых фигур ни в одном музее не видел, сколько вот в этом поезде. Очень интересно, друзья, очень интересно, современно, интерактивно, вот, и как бы мне очень понравилось. Надеюсь, что детям понравилось. Но им, когда у них такое изобилие всего этого, компьютера и прочее, может быть, их не так впечатлило. Меня очень впечатлило. Настолько впечатлило, что я на следующий день на Горного уговорил сходить. А по счастью, как было, я просто пошел, ну, у нас церковь там находится в железнодорожном районе, и в этом железнодорожном районе как раз вот стоит этот поезд. И я увидел, что стоит какой-то необычный поезд, и прочитал «Поезд Победы», и вспомнил всю эту историю, которую жена рассказывала. И смотрю, толпа народу. И я, конечно же, это самое, воспользовавшись моментом, бегом за сумку с Евангелиями, детей схватил, и мы как бы это самое, пошли на вот это мероприятие.
Ну, нам посчастливилось, потому что поезд, в отличие от других городов, в Воркуте стоял 2 дня, потому что у него там перецепка была, и это был последние дни уже вот, как бы по республике Коми. Народу было много, много волонтеров было, очередь туда как бы проходили. И, конечно, вот повезло то, что в этот день пускали, некоторых людей пускали не по записи, потому что, да и время уже было перед закрытием, к 7 часам, шло вечер был, и уже освободились, видать, места какие-то, кто-то не пришел, и мы чудом попали вот как бы. Но у меня была другая цель. Я когда вижу толпу народу, у меня сразу в эту толпу Евангелие раздавать, благовествовать, и мы этим занимались. Вот. И там, пока очередь это стоит, этим столиком с билетами, мы как бы вот ходили к людям, поздравляли с праздниками, вот, поздравляли с этим событием, чтобы нам этот поезд Победы приехал. И вот хотели Евангелие вам подарить. Ну, кто-то отказывался, как, впрочем, и в любые другие дни, кто-то принимал. Подошли некоторые волонтеры и попросили не делать этого. Как бы не надо здесь, это не то мероприятие, не надо, мы вам вот не разрешаем. Я говорю, вы волонтеры, чего вы не разрешаете? Я как бы действую согласно своих соображений. Говорю. Вот. Ну и, в общем, раздали волонтерам некоторым, потом в поезде раздали людям, которые там трудились в каждом вагоне. Вот. В последний вагон пускали только взрослых после 18 лет, потому что последний вагон был уже о последних событиях, которые происходят, тоже все там интерактивные экраны и жуткие кадры событий, которые на Украине происходят. Потом там развешаны флаги, всякие трофеи, которые уже сегодня существуют с этих мест. Такое неприятное темное место. И хорошо, что они пускают детей, желательно и взрослых туда не пускать. Это был 8-й вагон. Вот, ну и там мы смогли тоже Евангелие оставить тем, кто трудится в этом вагоне. И вот то, что вот этот праздник, как бы преображение Господне, люди как бы слышат, я вижу, вот не сильно понимают, что это за праздник. Внутренне я просто чувствую, что люди, на слуху-то есть преображение Господне. Но вообще, знаете, в православии столько праздников, взять эти спасы, яблочные, медовые, ореховые, знаешь, люди вроде слышали о них, но с трудом понимают, что это за спасы такие, что они значат. Это вот если вдаваться, надо много историй знать. И меня самого заинтересовало, думаю, слушай, действительно в православии есть такой праздник преображения Господня. А я вот не слышал, что в наших церквях как-то широко праздновали этот день. Я думаю, убежден, что большая часть из нас не знает вообще, чем знаменован этот праздник и вообще. События мы знаем, но что ценного в этом событии? Какое значение, что значимого в этом событии? Вот, и я тогда решил как бы вот озадачиться этим вопросом, тем более приближалось воскресенье. Вот, и я хотел проповедовать в своей церкви. И я решил проповедовать на эту тему, преображение Господне. Но в своей церкви я не смог, потому что мы как увиделись, как порадовались, как наговорились, и служение прошло в одних свидетельствах. Впрочем, вот я смотрю, и сейчас я уже свидетельствую, уже полслужения прошло. А представьте, я там как это, душа у меня раскрылась. И, в общем, проповедь я не успел сказать, так что вы первые, кто услышит. А вообще вы говорили здесь какая-нибудь проповедь на тему преображения Господня? Бывало? И не раз, да? Просто мне было бы интересно. Я думаю, что если мы в одном духе, то вам это будет скучновато. Потому что вы услышите одни и те же выкладки, наверное, одни и те же выводы, потому что, в общем-то, события известны. Я начну, да? Такое предисловие у меня длинное. Вот. Простите. Значит, Евангелие от Матфея, откроем 17 глава, с 1 стиха. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну. Спасибо большое. И одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавшие ученики
пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда, дальше, последний прочитаю. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не скажете о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». До этого места. Да. Значит, вот чтобы понять значимость вообще вот этого события, чтобы для себя как-то объяснить, почему люди празднуют и какой смысл они вкладывают в этот праздник, стоит изучить, конечно, все места, об этом событии написано, а об этом написано в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и еще у Петра во втором послании. И судя по тому, что в нескольких местах написано, я понимаю, что и для Бога было важно, чтобы мы обратили внимание на это место. Потому что я понимаю, что если Бог обращает наше внимание несколько раз, это что-то важное, это что-то такое значимое. Вот. Но я почему-то до сего времени, я никогда не озадачивался этим вопросом, какое значение. Ну и вот немножко почитавший, поизучавший, я понимаю, что что здесь даже несколько значений этого события. И для нескольких категорий людей. Ну, во-первых, что это было для самого Иисуса, да? Вот спонтанно ли он пошел на эту гору? Богословы сегодня разнятся во мнении, что это была за гора. Кто-то утверждает, что это была гора Фавор. Вот. Некоторые говорят, ввиду того, что на Фаворе в то время, исторические данные есть, что стояла крепость, бастион такой с замком внутри, то гора эта была весьма обитаема. И вряд ли Иисус бы пошел туда, чтобы уединиться, тем более, чтобы там произошло такое событие. Вот. Скорее всего, это была гора Ермон, одна из высоких гор в Израиле, она почти 3000 метров, которая была безлюдна чаще всего. Ну и, конечно же, сомнительно, что Иисус повел их на самую вершину горы, все 3000 метров. Такой альпинистский заход был у них. Скорее всего, они предполагают, что эта встреча состоялась, и это событие состоялось где-то у подножия или на одном из отрогов этой горы, на какой-то плато, на какой-то площадке, где никого не было. И мы читаем у Луки в 9 главе, что Иисус пошел помолиться. Вообще предлог был помолиться. И взял с собой 3 его постоянных спутников. Вот. Есть много мнений, почему именно этих братьев он брал с собой. Оказывается, у Иисуса есть определенные люди, которым он определенные задачи ставит, да, и с определенной целью с ними работает. И я думаю, что это лидеры были церкви будущей, с которым Иисус работал, которым передавал свой опыт, брал их везде с собой. И в этот раз он тоже именно их взял с собой, потому что это событие повлияло, я буду говорить об этом позже, и на их жизнь. Но что это было для Иисуса? Мы видим, что, взойдя на гору во время молитвы, Иисус преобразился. Само слово «преобразился», да, оно говорит о каком-то таком неполноценном действии. Не изменился полностью, а преобразился. Знаете, эта приставка «пре», она нас наводит на мысль, что что-то такое совершилось отчасти. Отчасти лицо его засияло, одежды стали блистающими. То есть, есть гораздо большая полноценная форма всего этого. И в книге Откровения Иоанн описывает его встречу с Иисусом уже в царстве его. Помните, да, я тоже сегодня обращусь к этому месту Писания. Произошло нечто, но отчасти. Иисус преобразился, лицо его воссияло, славою было покрыто. Слово «слава», оно связано с сиянием. Сиянием. Мы иногда, знаете, может быть, в русском языке слово «слава» означает какое-то словословие. Там прославили человека, значит, сказали «слава», там, я не знаю,
любому из нас, слава человеку. Но слава вообще на самом деле вот в Библии, оно отождествляется с неким сильным сиянием. Сильным сиянием. У Моисея лицо было, знаешь, славное такое во славе, когда он спускался, сильно сияло, что невозможно было смотреть на это все. И Бог, когда придет на эту землю, Он будет во славе. Мы думаем, ну, славословиться будет? Нет, Он будет в сильном сиянии, в таком мощном сиянии, что невозможно это будет смотреть простыми плотскими глазами. Но это будет вот совершенное действие. Здесь всего лишь преображение, то есть лицо его воссияло во славе, прославилось, да, лицо, одежды стали блистающими. Но смотреть на это можно было. Ученики как бы, ну, могли поднять глаза и это увидеть, и увидеть отчасти лишь то, что предстояло открыться после, в будущем. Лишь отчасти увидели эту славу, но она настолько произвела на них большое впечатление, что они там просто были в шоковом состоянии. Я потом к этому тоже вернусь вопрос. Но что для Иисуса это было? Ну, во-первых, мне кажется, что в первую очередь, конечно, преподать некий урок ученикам. Вот. Потому что, ну, как бы ученики лишь отчасти знали, кто такой Иисус. И только недавно, буквально за 6 дней до этого, Петр получил откровение, что Иисус есть Христос, Мессия, Сын Божий. И то это было откровение свыше, не которого он дошел каким-то опытным путем или логическим своим мышлением, а это было открыто Богом ему. Знаете, вот раз, и я знаю, что это так. Вот как откровение работает. И, конечно, это откровение, оно нуждалось в визуализации. Одно дело, когда мы что-то так восприняли на слух или мыслительно, а когда мы это видим, это больше западает в сердце. Вот. И действительно, когда только недавно Петр получил это откровение, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, то есть человек не из мира сего. Одно из пониманий вот этого всего, да, то, что получил Петр, что Иисус-то Он не просто земной проповедник, а Он нечто большее. И я не думаю, что Он до конца понимал это откровение, а тут Он просто это увидел. И не только Он один, были еще свидетели. При 2, при 3 свидетелей, гласит Слово Божие, будет верно всякое событие, всякое слово. Нужны были свидетели для Петра. И еще 2, как минимум, человек, которые бы подтвердили это событие. И он увидел, что Иисус на самом деле не просто проповедник, вот он действительно, он не от мира сего, потому что, кроме того, что засияло лицо его, мы читаем, что кто к нему еще подошел? Моисей и Илия. Трудно представить, кого бы еще, знаете, более известного из персонажей Ветхого Завета, ну, могли знать больше, чем этих людей евреи. Потому что Моисей был известной личностью, это был главный законодатель для Израиля, а Илия был самым большим пророком, почитаемым в Израиле. Остается всегда вопрос неясным, как они узнали, что это Моисей и Илия. Всегда спорят, но как же они узнали, что это Моисей и Илия, что бейджики там у них были? Вот. Или как-то в устной традиции вот, транслировалось о том, как они выглядят. Там, у одного там кожаный пояс по персям и одежда из верблюжьего волоса, а Моисей, вот он по-другому был одет. Ну, трудно, да, ответить на этот вопрос. Как они узнали? Или, может быть, в разговоре Иисус с Моисеем и с Илией упомянул их имена. А может быть, они пришли и представились: «Здравствуй, Иисус, я Моисей, а я Илия, привет, привет». Вот, ну, трудно. Но я же больше предполагаю, друзья, и, ну, мне кажется, более правдоподобно, что в присутствии Божьем, и это нам предстоит так ощутить, вот когда мы будем в присутствии Божьем, какие-то вещи становятся нам просто известными вот так вот, как откровение. Вот это так есть. Вот это, я его никогда не знал, но я знаю, что это пастор. Я никогда не знал этого человека, но я знаю, что он диакон. Ну, просто знаю и все. Вот так бывает. Вот люди, многие свидетельствуют, что когда они входят в присутствие Божие, какие-то вещи открываются, они просто знают о человеке что-то. Они просто знают. И они, имея откровение Божие, они этому человеку начинают пророчествовать и говорить. Потому что Бог открывает какие-то вещи о человеке. Я думаю, что и там, на горе, произошло то же самое. Это не диковинка для Бога и для этого Божьего духовного мира. Там все нам станет известно. Все откроется так, как оно должно выглядеть. Мы сегодня отчасти знаем, пишет Писание, а там мы познаем все как есть, потому что придет это откровение. Нам не будут лекции долго читать, многочасовые, и рассказывать сущность всех вещей. Нам это откроется в одночасье присутствии Божьем, в том Божьем мире. Вот Он такой.
И это испытали на себе ученики, они вдруг узнали, что это Илия и Моисей, и еще более содрогнулись. Я не знаю, друзья, как передать ту атмосферу вот этого трепета и страха, который нашел на учеников. Ну, представьте, они вот забрались на гору помолиться, а тут такое событие. Сам Иисус непонятно, каким стал. Светится весь, красивый такой. Написано о нем, что он был там ни вида, ни величия, а тут он красивый, сияющий, одежды блистающие, и еще вдруг умершие корифеи Израиля, да, отцы Израиля пришли и явились ему. Я не знаю, с чем сравнить. Вот, ну вот если мы с тобой в баню сегодня поедем на дачу, представь, заходим мы в баню, а там Ленин и Сталин, вечно живые, морды красные. И я думаю, что и даже вот в присутствии этих личностей я в трепете буду. Ну, мертвые ожили, пришли, да еще такие великие. И тоже первая мысль – мавзолей им построить каждому сразу бы. Потому что у Петра первая мысль была какая? Давай, мы кущи построим тебе, вот Моисею, Илии. Хорошо нам здесь быть. Вот, то есть в другом месте написано, что бормотал не зная чего. Настолько вот этот страх и трепет, что просто вот какую-то это самое ахинею нес. Ну, извините, я могу немножко интерпретировать то, что написано в Библии, что говорил, не понимая. Вот, потому что, ну, вот, лепетал какие-то вещи невообразимые. Ну, какую ты сейчас кущу здесь на горе построишь? Где ты что возьмешь? Это гора. Где ты время? Ты сейчас, ну, в общем, вещи какие-то неисполнимые ты начал. Но я потом тоже вернусь к этому вопросу, почему именно эти вещи пришли первыми на ум Петру. Вот, но говоря об Иисусе, я начал, что значило для Иисуса. Я думаю, друзья, вот Иисус к этому моменту, он уже был на пике своей популярности. Он был известен далеко за пределами Иудеи. Он проповедовал, в принципе, все, что должно было ему рассказать о Боге Отце, о спасении. Он, наверное, сделал все, что ему было предназначено на земле. И сейчас ему предстоял уже как бы другой период его жизни. Предстоял вот этот исход в Иерусалим, где его должны были схватить, истязать и казнить. И зная об этом, Иисус, наверное, ну, вот будучи в теле человеческом, он ощущал все эти тревоги и печали человеческие. Ему было очень необходима поддержка, подкрепление, какие-то, не знаю, ободрение какое-то. И я думаю, что, знаете, вот мой сын, он узнал, что ему 2 корня надо выдирать, чтобы новые зубы туда встали. Они как-то начали расти, а корни не вышли. И он уже целую неделю переживает так, что плачет по вечерам, когда думает о том, что вот ему к зубному идти. Вот представьте вот состояние ребенка, который боится боли, он знает уже, что это такое, и знает, что туда надо неизбежно идти, потому что родители непреклонны в том, чтобы вырвать ему эти 2 старых корня. И вот такое состояние. И, конечно, он каждый вечер плачет, нуждается, чтобы мама его там по головке погладила и сказала ему те же самые слова. Да не будет больно, да успокойся, тебе обезболивающее. Это раз, чик, и все. Нет, не будет чик, это же 2 зуба. 2, не 1. Вот. И я вот представляю, что у Иисуса вот такое, ну простите, сразу такое слабое сравнение, у него такое же состояние перед неизбежностью. И он был человеком на 100%. На 100% был человеком. И испытывал те же чувства, те же страхи, те же волнения и те же ощущения боли. И он знал, что это такое. Но больше боль не от того, знаете, что вот больно физически, а от того, что незаслуженно больно. Знаете, когда наказывают незаслуженно, наверное, это самое. Боли физически прибавляется еще боль душевная. Обида, недопонимание, огорчение. Вот. Ему предстояло принять боли и истязания за других, за вину других. И это еще накладывало свой отпечаток, хотя он знал, для чего он это делает. И я думаю, что Иисус нуждался вот в этой встрече с небесными жителями. С небесными жителями. Мы читаем в другом месте, когда он был еще на одной горе, перед самым его взятием, ангелы приходили к нему и укрепляли его. Да? И даже до самого последнего момента с неба приходили агенты, инагенты, и они укрепляли Иисуса. Отец позаботился о своем сыне. Он понимал, как ему тяжело, и он всячески его поддерживал. Когда Иисус уходил на гору помолиться, где-то, я думаю, там постоянно приходили ангелы и утешали, и подкрепляли Иисуса. Потому что невозможно жить с такой мыслью. Представьте, все 3 года служения, а может быть еще раньше, зная о том, что ему предстоит, как он переживал все это время. Но представьте, если мы будем ходить всю жизнь нашу,
В смысле, что в 33 года нам назначено умереть, причем мучительно. Нам это известно, это факт, который нам неизбежен. Нас к этому приговорили. Все, просто отсрочено на 3 года, а через 3 года казнь совершится. Как с этим жить? Хочу просто передать вам вот эту атмосферу, понимаете? И чувство Иисуса. И я думаю, что Он в этом нуждался. Кроме того, чтобы преподать какой-то урок ученикам, показать, кто на самом деле Иисус. Потому что, правда, многие из нас сегодня ввиду того, что и проповедники сегодня такие, знаешь, и больше такие стендап-проповедники, так весело, с улыбочкой, с юморком, об Иисусе, друг, там, рубаха парень и прочее, но мало кто задумывается, что Иисус Бог великий, в славе явится. Я об этом сегодня буду более подробно говорить. Вот. И Иисусу нужно было это, может быть, заявить, показать, чтобы они понимали, что у них до конца жизни на земле, до конца их служения на земле было это представление, кто на самом деле был Иисус. Это нужно было сделать. Потому что для многих бы он так и остался хорошим проповедником, которых возвели в ранг Бога. Да таких было много на земле. Обожествляли цезарей, обожествляли оракулов каких-то, обожествляли кого угодно, героев каких-то там, спортсменов обожествляли, знаете, это Бог. Но нужно было увидеть настоящего Бога во славе, в силе. Потому что, друзья мои, когда мы увидимся с Иисусом, это не будет такая встреча, знаете, как вот сейчас с человеком. С Иисусом можно было поговорить как с человеком, никто не испытывал страха при нем, никто не испытывал трепета. Просто люди ощущали, что в словах его есть какая-то сила и смысл. Удивлялись сказанному им, но вот физически никто не ощущал присутствия вот этого мощного. Потому что я знаю, что есть люди на земле, которые приходили в Божье присутствие, и они говорят, это такое явление силы, что ноги подкашиваются. Падаешь ниц. В Откровении написано, что когда Иоанн услышал голос поди себя, обернулся, увидел Иисуса во славе, и когда голос этот прозвучал, он упал без сил перед ним ниц, в трепете. И Даниил также описывает присутствие Божие. Еще какие-то есть, может быть, описания в Библии. Но люди, вот сегодня реальные люди, христиане, в наше время, которые испытывали, были в присутствии Божьем, кто-то был поднят на небеса и видели настоящего Иисуса во славе. Они испытывали то же самое. Это такое явление силы, что все подкашивается. Я лишь пару раз это испытывал во сне. У меня во сне были вот такие видения, сновидения, правильно сказать. Когда я переживал вот это присутствие Божие, у меня ни сил стоять не было, я рта открыть не мог, чтобы поговорить. Я оцепенел. Я оцепенел в этом состоянии. Кто-то испытывал подобное в жизни? Как я вам сегодня уникальные вещи говорю. Вот. А люди не во сне, люди реально встречались с Богом и тоже цепенели, потому что кроме вот этой славы, великолепия всего, еще вот сила. Приходит сила, которая тебя обездвиживает, обессиливает, и вот просто ниц падаешь. Вы помните, когда в Израиле храм освещали, облако сошло, и упали священники тоже на лица свои от славы этой. Сила пришла, не просто слава облака, но пришла сила, которая не позволила им стоять, они упали. Вот я вам хочу эту атмосферу передать, чтобы вы понимали, вот что ожидает нас впереди. Иисус хотел, чтобы ученики побыли в части этой атмосферы, потому что они действительно ощутили эту силу, присутствие, и вот такой страх пришел. И знаете, там никто не сможет сказать Иисусу, да я так жил, потому что вот такие причины были, мы ни слова не сможем сказать, у нас будет просто ощущение вины. И люди, которые сегодня свидетельствуют, говорят, у нас ощущение, что я ничто, я думал, что я Богу что-то скажу, похвалюсь своими достижениями, своим служением, но там, оказавшись рядом с Ним, ничего, это все прах и пепел. И ты только ощущаешь и видишь только те моменты, когда ты не смог послужить, мог, но не сделал этого. Чувство вины, чувство И вот это пришло на Петра, понимаешь? Он вдруг понял, осознал, что он ничего не сделал для этого славного Иисуса. Он ни разу не озаботился тем, чтобы там внизу кущи ему сделать, чтобы он мог нормально поспать. Все, он, наоборот, он о них заботился. Они все ему в рот заглядывали, когда накормит, когда квартиру им снимет. Вот, понимаете? Но когда он оказался в этом присутствии, у него вот это первое, что пришло на ум: Иисус, я ничего не сделал для тебя.
Поэтому вот сейчас хотя бы нагнать упущенные, кущи эти сотворить. Я так это переживаю, друзья. Почему именно о кущах заговорил Петр? Потому что в присутствии Божьем приходят вот эти мысли. Вся твоя жизнь перед глазами. И ты думаешь, чего ты не сделал, чего ты не смог, чего ты не успел. Вот. Поэтому, возлюбленные, вот я думаю, что действительно вот это событие, которое произошло там на горе Ермонской, оно, конечно, было значимо для Христа и по названным мной причинам, но это было значимо, наверное, в главную очередь для учеников. Они, наконец, смогли ощутить, кто такой Христос. Если у них было только слабое представление, какое-то озарение, знаете, миг такого озарения, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и они до конца не могли как бы понять, сопоставить это, то здесь они увидели, и глас с небес прозвучал: «Сей Сын есть мой возлюбленный, его слушайте». И смотрите, что пишет Иисус. Ой, простите, что пишет Петр. Я извиняюсь. Я уверен, что я не ошибся, что вся Библия написана Иисусом через рукой апостолов и учеников. Так меня учили. В втором послании Петра, в 1 главе, есть тоже упоминание этого события, когда Петр, как бы подчеркивая, авторитетность того, что он говорит, он упоминает об этом событии. Смотрите, 2 Петра, 1 стих, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Вы видите, какое произвело впечатление вот это событие на жизнь Петра, потому что он увидел действительно славу. Он величие и силу, он упоминает здесь, мы вам проповедовали о силе, он ощутил эту силу, и он понимает, что Царство Божие не просто в словах, оно в силе приходит. И проповедники, и другие служители, пророки, другие служители, когда они служат силе, это непередаваемое ощущение, это сила. Ты чувствуешь, что ты в силе действуешь. Ты чувствуешь, что тебя сейчас изнутри просто порвет, настолько тебя вдохновляет Бог в служении. И люди это чувствуют. Я четко осознаю, когда слово от Бога идет с кафедры, или когда я свидетельствую в силе Духа Святого, я четко осознаю, что сейчас Бог говорит. И я вижу, как это производит на людей, в какое состояние их вводит. Они находятся в таком, знаете, они чувствуют эту силу. Они это чувствовали, когда Иисус говорил. И сказали, никто так не говорил, никто так не проповедовал, как Он. Я это чувствую сегодня, когда проповедник помазанный говорит слово с кафедры, я чувствую силу, эта сила передается. Вы ощущаете это в своей жизни? Я не знаю, там, онлайн ли вы слушаете, сами ли Библию читаете, вы чувствуете силу, которая приходит. Вот Петр, будучи свидетелем этой силы и славы, он об этом проповедовал. Он говорит, не хитросплетенными баснями, не просто рассказами, знаете, одна старуха сказала, а я вам передал. Вот. Нет, мы были свидетелями этой силы. И еще он подчеркивает, что в этот момент, как ему показалось, Бог передал славу и честь Иисусу. Вот именно в этот момент. Что Бог делегировал. Бог как бы вот именно в этот момент, там на горе, Бог прославил и удостоил чести Иисуса Христа. Вот, наверное, в чем значимость этого события для православных, для других, кто чествует в этот день Христа. Потому что это было явное явление того, что ждет впереди. Это маленький образ был того, что нас ждет впереди. И мы должны об этом задумываться. Мы должны об этом помнить, что когда-то нам предстоит также предстать пред Богом живым. Предстать пред Богом живым. И это будет событие такое, знаете, не вот так, как мы сейчас можем в свободе встречаться, собираться. Вот он просто явится. Слушайте, я прочитаю то, что я вижу. Петр тут же в этом послании пишет.
Ну, с 8 стиха прочитаю 3 главы. То не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнение обетований, как некоторые посчитают его медленным, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же Господь, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Друзья, вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на это слово, потому что Петр по вдохновению, по откровению, он рассказывает о событиях пришествия Иисуса Христа. Это не будет просто Иисус так тихонечко сошел, постучался в дверь, сказал: все, церковь, я пришел, второе пришествие, собирайтесь, поехали. Так не будет. Здесь описано просто величественное его пришествие, когда все будет гореть, все будет шуметь, рушиться. Люди в скалах будут прятаться и сказать: горы, падите на нас от лица грядущего. Грешные люди. Будет такое явление силы и славы, что люди будут в трепете, все, которые даже не задумывались о Боге. Но они все ощутят, что Бог явился. Это будет вот таким откровением. Вот просто знаю, что это Бог, о котором мне говорили, о котором я не хотел слышать. И от того страх придет великий, потому что это оказалось правдой. Но здесь Петр пишет не к неверующим людям. Я хочу обратить наше внимание, что здесь Петр пишет к верующим. И все это послание к верующим людям, к церкви. Я акцентирую на это внимание. И он говорит: придет же день Господень, как тать ночью, тогда... вот 9 стих важный. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленным. Мы тоже сегодня думаем, что не скоро придет Иисус. Да как-то все затянулось. Это в первые годы, когда я пришел в церковь, мне казалось: вот сейчас, поэтому эту работу с быстрой пенсией. Я же говорю, я тогда бросил эту службу в МВД, мне 3 года оставалось до этой пенсии льготной, я бы уже в 30 лет уже был бы пенсионер. Я сказал: не надо. Христос раньше придет, я даже не успею доработать до этой пенсии. Вот такое ощущение было. Сейчас страшно, задумываюсь, может быть неправильно, может поспешил, как бы сейчас не помешала эта пенсия. Но тогда было такое ощущение Божьего прихода. А сейчас кажется, что-то события такие, непонятно, о том ли, не о том ли, сейчас ли Христос придет, сейчас ли вот это все, то, что мы там в малолетстве нашем христианском впитали, да, что храм быстро построится там за 3 дня, уже как из конструкта Лего, уже все готово. Помните, да, эти все измышления, как все это будет. И мы всегда ждали вот этих событий. Вот сейчас, когда вот уже храм начнется строиться, точно вот осталось там 3 года. Вот это ознаменует начало вот этих последних событий. Мы были в ожидании, я когда-то об этом проповедовал. А сейчас вот такое, знаете, да, замедлил что-то жених. И еще не тьма, еще не кромешная тьма. Вот те события, которые сейчас, это еще не тьма, бывает хуже, бывало хуже во времена Отечественной войны и так далее. Мы начинаем как бы вот себя успокаивать, поэтому поживем-то еще в свое удовольствие. Но вот он пишет: не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленным, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Друзья, вот может быть, вы со мной, конечно, оспорите мои эти доводы, но если это написано в церкви, то церковь сегодня нуждается в покаянии. Простите, мы нуждаемся в очищении. Мы нуждаемся периодически приходить к тому осмыслению, как мы живем и что мы делаем, неправильно. Мы нуждаемся к покаянию. Бог долготерпит нас вот именно для того, чтобы мы периодически вычерпывали свое сердце перед Ним, чтобы кто не погиб. Потому что написано, друзья, я сегодня слушаю вот этих новоиспеченных гуру в христианском мире, да, этих медийных всех проповедей, которые говорят: да, все, ты спасенный. Но написано: ничто нечистое не войдет. Ничто нечистое. Мы нуждаемся в очищении, чтобы не осталось у нас никакого, знаете, вот этого корня зла. Потому что невозможно с этим войти в узкие врата. Так Писание говорит, я не могу по-другому посмотреть на Библию, как только через призму вот этих вещей.
Вот. Не потому что я так хочу верить. Мне проще верить, как вот проповедуют сегодня. Мне проще в это верить, друзья. Что да как бы ты ни жил, главное, что ты уже христианин, и место у тебя подписано в церкви. Все, завизировано. Вот с этим местом вместе на этом корабле и доплывешь. Ну, сегодня примерно вот такое состояние мышления христианского. Главное, не пью, не курю, не матерюсь. И в принципе все, я вот суперхристианин. Но Бог говорит о многих других. Говорит, это все начатки учения о благочестии, то есть о нравственности. Вот слово благочестие для нас мало понятное. О нравственности. Это начало всего лишь, начатки учения. А есть более глубокие вещи, которые Господь хочет, чтобы мы познали вообще. Чтобы себя познали на самом деле, чтобы исчерпали глубины вот эти. Потому что бросить курить и пить – это небольшая заслуга на самом деле. Это Бог сделал в нашей жизни естественным образом. Или мы постились очень долго, кто-то из нас, и долго об этом молились. Может, у кого-то и так. Но я говорю, у меня это вот... Бог убрал это из моей жизни. Я понял, что это сильный Бог. Это не моя даже заслуга. Написано, что даже вера не от меня, не от нас, чтобы мы не хвалились, да? Но Богом дается. Ничего нет, чтобы Бог нам не дал. Нечем похвалиться. Поэтому заслуга в том, что я такой вот христианин, тоже нет ничего. Но есть вещи, которые мы делаем сами. Да, видя свой характер несносный, как я сегодня наблюдаю за собой. Вот. С этим надо бороться. Это потому, что Бог дал мне время для этого. Бог дал мне время сегодня просто менять мой характер перед Ним, просить Его об этом. Понимать, как это вредит мне, как это вредит другим людям, познать себя. Бог дал мне время. И для покаяния тоже, чтобы я чаще Богу говорил о том, что я недоволен этим, я не хочу этого в себе оставлять. Это и есть мое покаяние, когда я это все вычерпываю. Вот. Чтобы кто не погиб. И он говорит, если же все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Кому вам? Это не христианам сказано, а про благочестие. Друзья, ну понятно, что он христианам пишет, даже вот по этому стиху. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Вот о чем Петр проповедовал. Он когда ощутил в своей жизни вот эту всего лишь маленькую толику того великолепия, величия Божьего, и ощутил этот страх и трепет о каких-то вещах, которые не успел сделать, он об этом всю жизнь проповедовал. И он говорит, я там немножко хапнул там, и то мне хватило. Вот. Хватило, потому что такого страха он натерпелся. Но, друзья, когда Христос придет в полноценной славе, не просто преображение, а полное изменение, придет в такой славе, что глаз поднять не сможешь, чтобы взглянуть на эту славу. Настолько сияние будет великое. И вот эти вещи начнутся, все рушится, все горит, небеса плавятся, звезды спали куда-то, обычный мир просто он исчезнет, привычный. Какой трепет будет нам, и какими нам должно явиться, чтобы не было вот этих ущемлений совести, как Островский написал, да, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Именно такое ощущение будет у человека, который предстанет пред величием Божьим, когда он придет во славе. И поэтому Петр предваряет нас, чтобы мы сегодня задумались, пока Господь сегодня дает нам время, приготовились к этому дню. Если кто-то действительно ожидает, если вы реально ожидаете пришествия Иисуса Христа, так подчитесь, то есть постарайтесь явиться пред Ним, ну вот, какими должно быть нам в святой жизни и благочестии. Задумайтесь о том, какими нам должно быть, чтобы не испытывать этих всех угрызений совести. Потому что на тот момент все наши заслуги, все наши дела, они вообще не вспомнятся. Поверьте, мы просто поймем, что так и должно быть. Мы даже много еще не доделали. Если кто-то думает, что он сегодня заслуженный христианин, то пойми, там, представ пред Богом, ты поймешь, как много ты в жизни не успел. Была возможность. Знаете, я недавно это испытал. Братья в деревню поехали там. И я внутренне чувствовал, что надо тоже ехать. Потому что, одни они там начинают колодец копать, еще что-то делать. А у меня, вот есть свои дела, и я как бы оправдывал себя вот этими делами. Потом, когда уже я узнал, что я там не нужен, все там обошлось, Бог дал других людей, сказали, что там люди с мира пришли, помогли. У меня внутри вот такое, знаете, вот угрызение. Ведь мог, на самом деле, Мирослав, ты мог отложить свои дела и поехать. Ты просто взял это, чтобы как бы вот отмазаться. Ухватился за эти свои неотложные дела. Все можно отложить. Перед тем, что важно, тем, что для Бога. Вот я просто привожу этот пример в своей жизни, потому что говорю, что в нашей жизни много таких моментов. Есть много возможностей послужить Господу, когда зовут, когда Бог побуждает,
Но мы вот этими земными делами вот так закрываемся, как щитом. Потом Бог обличает. Но мы ему говорим, ну, Господь, ну у нас же своя семья, у меня же там вот это надо было сделать. Слушай, а когда ты еще сможешь послужить Христу? На небе это уже будет не нужно. На небе ты уже не сможешь ничего сделать для Божьего Царства. Понимаешь ли ты это, осознаешь ли ты это? Ну, я такой маленький привел, чтобы мы понимали, какие ощущения, угрызения совести у нас будут в присутствии Божьем, явление славы и силы Его. Ну вот, часы убрали, я не знаю, сколько мне еще можно тут говорить. Ну, наверное, я буду заканчивать, друзья, потому что, наверное, главное, что хотел, я попытался донести вот эту атмосферу, вот нашу будущность, то, что предстоит нам испытать в жизни. Вот, значимость этого события. Я теперь думаю, что каждый раз, слыша о преображении Господнем, мы будем, ну, как бы вот с этой позиции думать. Думать о том, что, ну, на самом деле, когда-то преобразившийся полностью Бог измененный, Он явится нам. И мы Его узрим. Мы Его ожидаем, да, пассивно. Ожидаем, потому что все, дождались. Антракт. Вот. Но, друзья, совсем другое ожидание должно быть. Ожидание, оно должно нас двигать, действовать, приближая этот день. Вы знаете, что мы можем приближать день пришествия Иисуса Христова, чтобы ему не пришлось нас долготерпеть. Оттого и оттянут этот день, потому что ему приходится нас долготерпеть, потому что церковь сегодня пассивна. Но если бы она действовала так, как Бог сказал, шла до края земли и благовествовала, молилась, да придет царствие Твое, и действительно освящалась, исповедуясь перед Богом. Вот, как здесь написано, покаяние ждет от церкви, в каких-то вещах, которые мы сегодня не достигли, то пришествие было бы ближе, оно бы наступило быстрее. Я так мыслю. Хотя кто-то говорит, и может быть он прав, что есть определенный день, назначенный Богом, и его невозможно изменить. А мне кажется, если бы мы были послушны призыву Христа идти до края земли и благовествовать всякой твари, вот, Слово Божие, давно бы же Христос пришел. Но мы сегодня сидим, нам удобно, нам хорошо, нам приятно, мы в хорошем кругу. Мне нравится наша семья. Здесь никто не обидит, никто не скажет, еще и накормят в конце служения. Вот так вот. Классно. Чего мне ждать в таком состоянии комфортном Христа? Можно веками ждать. Пусть Бог нас благословит. Чтобы преображающая сила Христа, она действовала в нас. Это не просто преображение Господне, это мысль о нашем преображении. Конечно, мы не станем совершенными. Друзья, я далек от той мысли, что мы совершенно избавимся от плохих мыслей, от плохих каких-то привычек полностью, но преобразиться, хотя бы отчасти постараться, от чего-то освободиться, стать лучше, изменить свой характер, я думаю, это под силу. Пусть придет преображение и в нашу жизнь. Аминь. Дорогой Господь Иисус, я, Господи, склоняюсь пред Тобой в сердце своем, в духе своем, Господь Боже, низко, имея всего лишь частично представление о том, кто Ты и каков Ты, Господь Боже, Бог мой Отец. У меня не сложилась еще вся картина, Господь Боже, предстоящих событий Твоего пришествия, Господь, но через Писание я вижу, что это будет просто вещи, которые никогда не происходили в моей жизни, ни в жизни одного человека. Это что-то будет великое, величественное, в котором действительно никто не сможет ничего сказать Тебе вопреки, никто не сможет оправдаться, никто не сможет похвалиться, Господь Боже, Бог мой. Просто мы увидим себя, как мы есть. Все то, что скрыто было в тайне, в нашем подсознании, в нашей совести, все это всплывет, Господь Боже, в присутствии силы Твоей, Господь Боже, явления, величия Твоего, Господь Бог мой. И мы упадем вниз, Боже, бессильные, Господь Боже, очень, вот с одними этими путающимися мыслями, Господь Боже, и внутренним осуждением, но Ты, любящий, покроешь нас своей рукой, поднимешь и скажешь: встань, сын мой. Да, Ты знаешь все эти угрызения, да, Господь, возможно, Ты не осудишь нас за это, мы сами будем, совесть наша судит нас, Господь Боже, Бог мой Отец, Ты нас любишь, я об этом знаю. Но, Господи,
Я также знаю, что каждый из нас, Господь Боже, мог бы, если постарался, гораздо больше сделать для Царствия Твоего, если бы, Боже, не был эгоистичен, Господь Боже, и не тратил столько времени на себя и на свои, Господь Боже, какие-то хотелки, Господь Бог мой Отец. И я хотел этой проповедью сегодня просто побудить церковь, побудить себя, побудить всех нас, Господь Боже, не тратить время даром, Господь Боже, которое нам дано здесь на земле, как написано, Господь Боже Бог, для того, чтобы мы усовершались, Отец. Ибо Ты сказал, будьте совершенны, как Отец вас совершен. Это Твое желание, чтобы мы усовершались каждодневно, Боже, работая над своим характером, Господь Боже, трудясь и служа ближним, Господь Боже, являя Твою славу в этом мире, Господь Боже, являя Твой промысел, Господь Боже, Бог мой. Боже, чтобы слова одобрения в Твой адрес исходили от многих уст, Боже, видя наши дела, Господь Боже, Бог мой Отец, переживая Твою близость через нас, Господь Бог мой. Этого Ты хотел, Господь Боже. Для этого Ты нас послал в мир, Господь, чтобы мир через нас познал Тебя, Господь Бог мой Отец. И немногим из нас, Боже, посчастливилось, как Петру, увидеть это преображение, чтобы увидеть и ощутить силу Твою, Господь, когда Ты придешь тем, кем Ты есть, Господь Бог мой Отец. Чтобы мы действительно понимали, перед кем мы стоим, кому молимся, перед кем мы постоянно ноем о наших проблемах и постоянно клянчим что-то, чтобы мы понимали, кто Ты, Господь Боже Бог мой. Не просто мальчик на наших побегушках, Господь Боже Бог мой Отец, тот, кто обязан заботиться о нас, потому что приручил нас, как в мире говорится, Господь Боже. Нет, Господи, Ты великий Бог, призвавший за свою славу, Боже, призвавший нас, Господь Боже, в свое величие, чтобы мы оказались рядом с Тобой. Ты желаешь нас прославить, чтобы мы когда-то просияли, Господь Боже, подобно как Ты просиял, Господь Бог мой Отец. Но благослови нас, Господь, сегодня просто удостоиться этой славы. Действительно, мы понимаем, что мы недостойны, Господь Боже, никогда не удостоимся, но помоги нам подчиться, Господь Боже, действительно явиться пред Тобой незапятнанным в этом мире, как Ты пишешь в этом слове, Господь Боже. Ибо ничто нечисто не уйдет в Царствие Твое. Благодарю Тебя за эту мысль, Господь Боже. Я не хотел сегодня сгустить краски. Господи, я хотел сегодня по Слову Твоему напомнить, к чему мы призваны. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Тоже прозвучало, которое для нас такое очень непривычное, старинное, непонятное, мимо которого мы проходим, не задумываясь иногда. Слово «благочестие». И вот сегодня и брат Мирослав читает эти же местописания о благочестии, о чем Петр говорит, да? Я бы хотел, чтобы вы все в течение этой недели взяли на себя такой интересный труд познакомиться с этим словом «благочестие». Что оно вообще значит? Где оно встречается в Писании? В каких переводах, как его переводят? Что за такое слово? Это необычное слово, это слово не слово нашего будничного языка, да? Это особенное слово, теологическое, возможно, но оно не так часто, но встречается в Писании и очень важное. Я бы хотел, я вам советую, я вас прошу, я вам приказываю. Просто на этой неделе обратите внимание на это слово. Возьмите Библию, возьмите симфонию, возьмите еще что-то, возьмите словари и узнайте, что за слово благочестие. О чем оно? И дальше мы будем говорить на эту тему. Сегодня я вам ничего большего не скажу. Вот озадачьтесь этим словом, благочестие. Посмотрите, как на других языках переведена Библия. Это место переводится на другие языки. Как это по-кыргызски звучит. Что это значит? Как это на коми звучит. Как еще на каких других языках, что вы знаете. Озадачьтесь. Вот одно слово. Повторите его. Благочестие. Что за такое прекрасное слово? Аминь. Договорились? А в следующее воскресенье вы все расскажете, что вам Господь открыл на эту тему.
Господь да благословит всех вас. Он любит вас. Он желает, чтобы все мы жили благочестиво. Благословите друг друга и пожелайте всех благ друг другу. Добрые слова скажите от сердца каждый друг другу во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Наверное, там будут столы сегодня какие-то, поэтому не разбегайтесь, чай попейте и общайтесь во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны.